Значение музеев в современное время очень сложно переоценить. Музеи имеют колоссальное значение в образовательной, просветительской, воспитательной деятельности, в деле патриотического воспитания. У нас музейное дело переживает настоящий ренессанс. Это стало возможно благодаря подвижнической деятельности вот этих людей, фанатов музейного дела. Очень много музеев негосударственных создается в последнее время. Например, музей Салева Григория Ивановича, его усилиями строителя-предпринимателя в микрорайоне Прометей открыт не так давно тоже современный музей, посвященный советскому периоду. Вот на последней встрече с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, с представителем научного сообщества, также ставился вопрос о создании музея Кембрия. Как известно, этот слой у нас очень хорошо сохранился. Есть музеи современные, такие как исторический парк «Моя история». Они могут быстро очень поменять свой формат и практически на любую тематику развернут современные экспозиции. Любая встреча с любым экспонатом, например, в нашем Якутском краеведческом музее, она, вызовет очень большой интерес вот к этому. Например, тот же тигр. Когда он зашел туда, почему он зашел, есть рассказы очевидцев, когда погибли люди. Да. Я думаю, что есть еще определенные вакуумы по отдельным направлениям музейного дела. Например, политехнический музей можно было бы хороший сделать у нас в республике. Да. Достаточно мало археологических музеев, хотя есть вот музей Мочанова. Вот Мамонтовое направление – это одно из центральных направлений, которые сегодня научных направлений, над которыми работает Академия наук Республики Саха-Якутия. Это направление мы будем развивать. Я думаю, что у нас тоже будет свой какой-то прекрасный патологический музей, причем мирового значения. Это музеи автомобильные. Очень много создаются, причем частные люди, и они имеют очень большую посещаемость. Каждый город имеет свой определенный музей. И, кстати говоря, эти музеи, они привлекают ведь туристов. Он сразу же открывает путеводитель и ищет какие-то интересные музеи. В нашем музее представлены интересные материалы с первого каменного здания Якутска. Это вот воеводская канцелярия. Представлены это вот две печные дверцы. Воеводская канцелярия была построена в 1707 году. Подстав закладной, он является ровесником самого здания. А вот печные дверцы, скорее всего, их обновляли время от времени. И вот данные печные дверцы, может, скорее всего, позднего, ближе к 19 веку, так как они очень хорошей сохранности, если сравнивать именно с подставом. И Каслинский завод, он всемирно известный завод. Вот такими чурками с 1936 года мастили улицы города. И на мощение улиц в то время выделялись специальные средства. И как вот сзади меня есть фотография, как вот женщины мастят улицу. Специально на мощении улиц даже проводили субботники, то есть сами горожане занимались облагорожением города. Она говорит, даже вот в прохладную погоду мастили, сидя на коленях. И вот она вспомнила, очень холодно было, земля-то у нас мерзлая. Вот данные чурки, вот обе чурки нам подарили сами горожане. Это вот когда начали реконструкцию проспекта Ленина. Это вот 1967 год, открытие памятника Ленина. И тут случился очень такой курьез. Ткань, которой был накрыт Ленин, она запуталась и не могли снять. И специально для этого вызывали пожарников с пожарной лестницей. И вот
А одна из горожанок засняла вот этот случай. Как раз таки вот несколько фотографий в наших фондах хранятся. Наш музей, музей истории города Якутска, он открыл свои двери всего 2 года назад. Основная часть истории города показана: время основания, как основался город Якутск, что было в XIX веке, что было в начале XX века. И у нас собрано много предметов от самих горожан. В нашем музее много интересных экспонатов, старинных, оригиналов. В том числе вот этот старинный самовар фирмы Баташовых. Очень известная фирма была, поставщик императорского двора. Этот самовар имеет форму репка. Вы знаете, что самовар имеет свои формы. Есть форма рюмка, есть форма бочка, а это форма редкая. Это самый зеленый уголок старого города. Самый бу биһиги жоллоох чукускайбыт тебер сүрэгэр кырдьаҕас куоракка арт галерея симэх Аржакова 6 номерге бар. Бу манна биһиэхэ хас ыяайы уларыя сыдьан арас көрүңнэх выставкалар болаллар. Бу билиңи күннерге бу отыйын уанна атырдьах ыйын устата традиции национальной одежды якутского купечества ден выставка бола турар. Бу манна эһиги кастаганы бу саха таңаһын тигиге мастердар үлелери тураллар. Оттан музейдар коллекциялардан, картискалардан оңголлубут реконструкция таңастар көрдүрүүгө тураллар. Ол курдук бу сахалы иске народ мастердара Анисия Фадеева, Алдана Егорова, Антонина Гермогенова үлелері турдулар. Эгин негитигер бу биллилях саха государственный деятель этнограф Гаврил Ксенофонтов кергенен таңаха болар. Бу саха жактарын таңаха кырдык таңаны сейдерей оңохулах болар. Кини боллагана бу тугун ырбахыта да халадай ырбахыта кең коң болар. Бу манна көрөргүтүгер холобур кенене 2 ярустах платьесип. Онна атлас тугунан лентеннен кергетилибит. Кехетчиге боллагана хакалар кехетчиктере оноолах боларсып. Онота боллагана көксүгер бар болар. Никто никогда не слышал еще такого. Кто-то должен легенды осени рассказать. Мой язык не идет обычно связать 2 слова, но однажды я их сумею уже связать, и тогда их услышит всякий, имеющий уши. Вообще музей, конечно, это учреждение искусства, которое стремится к тому, чтобы создать какую-то среду для искусства, создать какой-то миф, создать какой-то дух какой-то светлый, который бы звал бы людей к прекрасному. Как говорил философ Федоров, наиболее универсальнейшее из всех человеческих учреждений. Музей – это место, где человек должен войти, так сказать, в свое истинное состояние, то есть состояние именно духовной жизни, интеллектуальной жизни, и в то же время получать от этого удовольствие. В нашем музее находится уникальный экспонат – речное железо Стамгинского железоделательно-лодочного завода. Это был первый металлургический завод на территории Дальнего Востока, который
служил нуждам Второй Карачаевской экспедиции, а также на нужды всего региона. Музей истории и науки Якутии имени профессора Георгия Прокопьевича Башарина находится в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Соран. Наш институт – это старейший институт в Якутии, и музей этот создавался людьми, которые вот именно были носителями вот того духа, того культа науки, ну, который вот сложился за долгие годы здесь у нас в Якутии, в ее научном сообществе. Здесь хранятся личные вещи наших знаменитых ученых, и мы надеемся, что через рассказ об истории науки, через показ вот этих предметов, настоящих, подлинных, мы сможем немного приоткрыть вот эти страницы славной истории науки в Якутии, где трудились лучшие представители нашей республики. В наш музей можно попасть по предварительной записи по телефону 8 914 299 31 12.